Сённяшний день Бог подаровал. Зрадуемся и сутешимся в ним, Сённяшний день Бог подаровал. Зрадуемся и сутешимся в ним, Сённяшний день Бог подаровал. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с вами усеми. И с духом твоим. Правда словами Пан с вами привітався я, але вітаю всіх на сьогоднішній вечоровій і вшивій недільній. Як бачиться, огняв настрой, ходив золотим, часами у червоним, сьогодні зеленим. Що означає зелений колір? Вертаємося до звичайних тижнів, звичайного тижня неділі. Як дітям сказав, зелений, як сховатися у траві. Це правда, як сховатися у житті від чогось. Сьогодні Слово Боже нас може вивести з Єгипту на пустиню разом з Моїсеєм, як ми пройшлися. І в нашому житті дорог так само можна вивести від наших проблем на цю пустиню, а не тяжко від них оторватися. Святу Імшу справую за Юхневич Баляслав, а так само Юхневич Валерія, просячи для їх радость життя вічного у Володарстве Небесном. Перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы могли годно сложить в эту наисвятейшую охрану. Spowiadajcie Bogu Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я древний, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершині Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деле великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару Небесный, Боже, Ой
Ojcze Wszechmogutny, Panie, Synie Arcynarodny, Jezu Chryste, Panie Boża, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na sobie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na sobie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki sierdzisz prawa Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwale Boga Ojca. Amen. Modlić się. Всемогутный Божа, наша моc и надея, мы слабые люди, бо без Тебе ничего не можем. Выслухай наши молитвы и допоможи нам Твоей лаской, как наша воля и наши учинки были сходными с Твоими заповедями. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володарит в едности Духа Святого, Бог празднуйся, який вечный. Amen. Читання книги Закону. Повторення. Дійшовши аж до Синайської пустині, сини Ізраїля розбили лагерь у пустині, і лагерь Ізраїля влаштувався там насупереч гори. Мойсей узійшов до Бога і покликав його, пан з гори, кажучи: так скажеш дому Якуба і звістиш синам Ізраїля. Ви самі бачили, що я зробив єгиптянам, і як носив вас на орлиних крилах, і привел вас до себе. Теперь, коли будете слухаться голосу моего и заховывать заповедь мой, то станете моей властностью сирот усіх народов, бо моя вся земля, и вы будете для меня володарством святоров и народом святым. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Мы Его народ, и овечки Его паствы. Мы Его народ, и овечки Его паствы. Воскликать Пану вся земля, с радостью служите Пану, станьте перед Его обличием с радостным спевом. Мы Его народ, и овечки Его паствы. Ведайте, что Пан есть Богом, и Он створил нас, и мы Его народ, и овечки Его паствы. Мы Его народ, и овечки Его паствы. Бог Пан есть добрый, навеки Его милосердность и верность Его с поколения в поколение. Мы Его народ, и овечки Его паствы. Читання з послання святого апостола Павла до Брати. Коли ми були ще слабими, Христос у визначений час помер за безбожних, бо навряд чи нехто помре за праведника. Може, за доброго чоловіка нехто і відноситься пам'яті. Бог доказує свою любов до нас тим, що
Христос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Тым больш цяпер, апраўданыя Яго крывёю, мы будзем збаўленыя праз Яго ад гневу. Бо калі, будучы ворагамі, мы паядналіся з Богам праз смерць Яго Сына, то, паяднаўшыся, мы тым больш збавімся праз Яго жыццё. І не толькі гэта, але і ганарымся ў Богу праз Пана нашага Ісуса Христа, дзякуючы якому мы атрымалі цяпер паяднанне. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Наблизилось Царство Божие, каже Пан, кайтеся и верьте у Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. У той час Jezus, ubачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знесіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Тады ён кажа вучням сваім: жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нечыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы — Сымон, названы Петром, і Андрей, брат яго, Якуб Завидея і Ян, брат ягоны, Філіп і Варталамей, Тамаш і Мацвей мытнік, Якуб Альфеяў і Тадеуш Сымона Кананіты, і Юда Іскарыёты, які і здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: на шлях паганцаў не ідзіце, і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце. Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраэля, якія загінулі. А ідучы, абвяшчайце, кажучы: наблизилася владарство небесное. Хворых оздоровляйте, мертвых увоскрешайте, прокаженных очищайте, злых духов выгоняйте. Дарма отрымали, дарма и давайте. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сапраўды, закруцілі мы цэлую недельку ваколь восені, которая лічыць 7 дзён. Распачынаем 11-й тыдзень звычайны для касцёла. І ў сённяшнім першым чытанні у кнігі Зыхода мы прачыталі пра народ выбраны Ізраіль. Ведаем, што быў понад 400 гадоў у няволі ў Егіпце. Бог, каб вывесці гэты народ, зрабіў шмат цудаў. Зрабіў 9 плятаў егіпскіх, праз якія праходзіў народ, каб паказаць сваю моц і патэнт. Потом, ідучы, прысушыў мора, праз сярэдзіну якога прайшоў народ ізраільскі. І мінула не шмат месяцаў, і гэты народ забыў, што Бог для яго учыніў. Чаму забыў? Бо выйшлі на пустыню. А пустыня — это штосьці другое. Начали наракаць, а вот нам там было добра, хоть нас примушали до працы, а не умели что есці. Хоть нас там ганялі, а не умели дах якісьці хоть свой над головой. Не было так дрэнна, начали гаварыць. Прызвычаіліся да гэтай неволі.
А чи це не наше життя у сьогоднішнім першому читанні? Чоловіка, який постановив, може вийти з якої-небудь неволі духовної, попав у якийсь грех, якусь тяготу, якоїсь зло увійшов. І, як то видається, чи це легко учинити, чи тяжко учинити. Послужимося прикладом, вельми моцно знаним, прикладом чоловіка, який має зависимость алкоголю. Что для этого человека вельми важно? Не вельми важно, как выйти с этой неволи египетской, с своего краху. А вельми важно, как ведать, что робить на пустыне. Бо народ израильский не ведал, что робить на пустыне. Хтось може зламати шмат часу, стратити шмат часу. Хтось подумає, все, я вийшов, наприклад, з залежності алкоголю. Місяць видержав, а потім після цього місяця опять вернувся. І ще з більшим напором почав надругувати цей алкоголь. Чому? Бо чоловік, який виходить, то повинен цей час зайняти чимось другим. Народ ізраїльський не мав чим цей час зайняти. Начали нарекать на Пана Бога, начали нарекать на Моисея, что их привел сюда. Вот ты был у нас, как обычно, поверли, Бог посылая манну. Ты был, как бы нас только манной кормить, Бог посылая птушки. Ты вывел нас, как нас сушаю с прагнения, как мы померли, Бог дает воду. А и так мало, и так нарекают. Хоть имели шанс вернуться перевести с пустыни до земли обетованной. Что мешало этому народу провести до земли обетованной? Чему Бог сказал, это племя древнее, поколение это целое, пока не помрет, а не кровь не сходит. И 40 годов Моисей водил этот народ по пустыне. Потому что часами у нашем житті потрібно столько часу вийти з якоїсь залежності. Але це не так легко, бо виходячи, треба відати, що робити на тій пустині. Так, один мужик був вельми добрий, почав шмат пити алкоголю, вельми шмат. Ну, жонка його просила кожен день, може, не пей вже, може вже хватить. Ну и был награжден, постановил, что сегодня не любит. Ему там пропонуется, вот не буду пить, а жонка решал, что не буду сегодня пить. Вернулся до хаты крестный, жонка обрадовалась, зарубила обед, съели обед, потом пошли в салон, зарубила капучино, сели в углу на диване, и она включила сериал любимый, глядели, и он так говорит. И я глядел, и положил свою голову на плечо своей жонки. И тут подумал, а не завтра убьемся. И так же самое есть в нашем житии. Так же самое есть, мы вертаемся на врагу. А уже не могу без этого врага. Уже не могу, и мне притягивает сгрошить, но я уже не могу им пожить. Я просто так. Бо не разумею, что это за життя может быть такое звичайное. А Бог говорит, вернись и поборися о своем заправдном житті. Что мы сегодня прочитали у Євангелія? Єсус убачив натовп людей. Злитувався над ними. Злитувався. Бог лютуется над нами. Бог не просто так, что нас оставил, что был на земле, прожил 33 годы, пошел до неба и робить себе, что хочешь. Я вам показал мать. А кто-то скажет, а ты же был Богом. Тебе легко было отказаться от греха. Ты видел свое предназначение, а вы не видели свое предназначение? До святости всего покликания. До одного. Это наше наиважнейшее покликание. Той самой святости, до якої Иисус Христос открыл дорогу. И это другая дорога. Справді не такая, не про крыш на плечах такие, которые видовшие, не про скрови, не про свечи. Но нашим крыжом является наше життя. Нашим крыжом является другий человек. Вот это заправное покликание у дорозі до святости. Єсус убачив и покликал, и говорит, жнё любовь великая, да работников мало. Да молите Господа жнива, как выслал работников на свое. И поглядите, это 9 раздел Евангелия по Матфея. Конец 9, початок 10. Евангелия Матфея має 28 разделов. Это 1/3 Евангелия. Что
Хтось тобі сказав, апостол повинен тобі сказати, пані, ми з тобою тільки трохи в этой школі помучитися. Ми не знаємо, як там із тих грошей ганяйте руки, лечите, очищаете, воскрешаете. Понятно, как это говорить? Как это говорить? Нет. Апостолы слухаются, и мимо этого, что не разумеют, видите, что идут? Идут и виконують. И они не разумеете, что им Иисус Христос сказал. И нашли, а не виконують. А чему не разумеете? Глядите, что Бог говорит. Сегодня до Моисея. Так кажешь дому Якуба и обвести сынам Израиля. Вы сами бачили, что я зробив єгиптян. И я носил вас на орлиных крылах и привел вас на себе сюда, на эту пустыню. Наше життя Бог не хоче, щоб ми затратили. Але Він часто висилає нас на пустыню. І в цій пустині вельми тяжко. Вельми тяжко. Бо коли хочемо оторватися від когось греха, нам вельми тяжко оторватися від цього греха. Читаю, я давно эту книжку розпочав, але ще руки не доходили, наконец я уже в половине. «Бережи нас от злого». Книжка такая, конечно, про справы демоничные, як гоняют злых духов, и так далее, разные, и интересуются истории, справді, на факт. Есть даже кино поставлено на поставе этой книги, але книжка интереснейшая. Но и там есть написано, не только там написано, когда я разговаривал с одним из экзорцистов, и он сказал просто, когда человек будет хотеть оторваться от зла, поменять свое життя, то дьявол будет мутить в нашем житті. Так моцно мутить, как мы это життя не направили. Будет говорить того, что до часу останься дома, и так далее, не ради этого, посреди все остальные поступают. И час замученный, и человек может себе оправдать. Даже может сидеть в этом врагу и скажет, справді, я такий грех, чим може якийсь другий. Не буде сидеть, буде ему так тепленько в этом врагу. Ему приятно сидеть. Не заметить, что это теплыня, это кислород трохи. А ему это не мешает, можно привыкнуть к этому. Можно привыкнуть до всего. Так вот, апостолов Иисус Христос посылает. Что робить? Обещать Божье Слово. И мы сами не ведаем, что нам эти обещать. Теперь у свете, особливо в Польше, триває такий час, где відбувається шмат посвячення у святарстві. Молодые хлопцы, 25 годов, 26, это могут быть посвящены святарские, и идут в свет. Иисус Христос послал этих апостолов, обещать. Послал молодых. Я понимаю, что это тяжело до фронту. Как война была молодых людей от 14 и увек годов. Но только такие, Бог требовал, как кто сражался, как кто боролся. И Бог посылает таких людей, молодых людей. И может, сами не ведаем, что говорят. И часами, так само, как в моей голове, я часами могу казать, преподавать своими добрым, выхожу сюда. И ничего не памятаю. Но это все по блату. Даже часами запишу себе на картице. Лежу, для чего это написал, не ведаю. И начинаю говорить. Не ведаю, что там просто, что сам говорю. Потом люди до меня приходят, а что все хотел в этом читать? Не ведаю. Не ведаю. Вот Иисус Христос сказал апостолам, мы тоже не ведаем, что он сказал. Они пошли, послухались и пошли. Обещать доброе слово. И ради того, что Иисус Христос чего не захотел. Мы лишь только прошли одну третью школу життя з Ісусом Христом. Шмат що бачили, але шмат чого не бачили. Так ось, я говорю так, що може справді 100 чоловік не зрозуміло, але один чоловік скаже, а це ще не було для мене сказано. Для мене це ще не було сказано, що я ще не зрозумів. В нашем житті ми так бігаємо, ми хочемо все і минутка зробити. Нахутка, як прибігши, отримати і утечи. Так, в этом анекдоте прибег Ясик на заправку с канистрой 10-литровой, прибег бензина 10 литров. А это что продает делать? А что будет гореть? Гореть, а заработать что она? Это самое то самое в нашем житті есть, что мы хотим худко пробегать, а только и там 10, и тут 10, что-то, и думаем, что только про себя. Але сьогоднішнє Божє Слово нас захоплює, як ми похиснулися
похилилися над другим чоловіком, до якого посланні до Римлянам святий Павло говорить: коли ми поєдналися про смерть Сина, то тим більше збавимося раз Його життю. Чи ви вірите? Так, но Иисус Христос помер не для этого, как померить. Только помер для этого, как померить, этой крыши тут не стоял. А помер для того, как дать нам життя. І поэтому кожна крыша, не обов'язково это, а крыша нашего життя. І Он веде до життя у будущем. Вірую за мого Бога, а Отца всього. Слава Тебе, небо и земля, всеохваченного имя вашего, и воединого Зайца наружного, перед мужчинами веками, Бога от Бога, святого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уделовился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрижованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по Боге Писания, и взошел на небо, святить праворученца, и снова придет к хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял про славу, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крст для отпущения грехов и чекаю воскрешения мирных и життя вечного в будущем свете. Наш Пан Єсус Христос перемог зло, коли доброохотно прийняв терпіння на крижі. Ми так само користаємося днем Христової перемоги і ласками Його з мертвих повстання. Раз Його заступництва вознесем супольные молитвы на нашего Отца в небе. Молимся за всю супольность Костела, как она неспонно возрастала в единстве, веры и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Павел. Молимся за христиан, как были ненужными безнамцами веры. Тебе просим. Выслухай нас, Павел. Молимся за вязню, как бы тримавши свободу, и не могли распашать водное життя. Тебе просим. Выслухай нас, Павел. Молимся за тех, кто вымышленный працевать в неделю, как виконує свою працю в духу покорного служения громадству. Тебе просим. Выслухай нас, Павел. Молимся за тех, кто терпит за грехом, как поверили, что милосердный Христос любовью чекает их, сохранить покаяние. Тебе просим. Выслухай нас, Павел. Молимся за нас, удельников этой святой миши, как наша вера во Христа была крепиться единностью в наших семьях и в наших поселениях. Тебе просим. Выслухай нас, Павел. Молимся об новых святых покликаниях до службы святарской и законной. Тебе просим. Выслухай нас, Павел. Молимся за померлых, особливо доручать святой памяти Юхневич, Валеславу и Валерия, просишь для их радость життя вечного у владарстве небесном. Тебе просим. Выслухай нас, Павел. А так само об уратуванні світу від епідемії, в інтенції усіх хворих, лікарів, суботовників служби охорони здоров'я, а так само за померлих цієї хвороби. Тебе просим. Выслухай нас, Павел. Боже, Ты так полюбил свет, что спасал Своего Сына, как Он избавил нас, выслухай покорные молитвы Твоего люду и одари всех людей Твоими щедрыми ласками праз Христа, Пана нашего. Аминь. Тобі я дарую, Пане мой, все моє життя, і терпіння Твой, нас за все
единая. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу я офяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Boże nasz Ojcze, Ty umacowujesz nas chlebem i winem i dajesz nam sakrament, что нас обновляет. Учини, как мы так sobie черпали с Его силу для души и тела, раз Христа Пана нашего. Аминь. Он с вами. И с духом Твоим. Укору сердце. Узносим и Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он это исправляет. Заправды от намета и справедливо, скучно и избавлена, как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый Ojcze Всемогутный вечный Боже, раз Христа Пана нашего, боем злитости до грешного человечества народився с Панны Марии, раз свою руку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами и архангелами с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на высшинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на высшинах. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца всякой святости. Тому у едности с усім Костелом у первый день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, Всемогутный Боже. Освети эти дары разцом Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery usiał kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры, обвещаем свою Пане Иису, признаем Твое воскресение и
Żądaję Twojego przysiałkamy. Wspominający śmierć i związek powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zwolnienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molim Ciebie, jak wszystkich nas, приймаючих ciała i krov Chrysta, Duch Święty zabrał w jedno. Pamiętaj, Panie, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконалил в любови, разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Tadeuszem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов i sióstr naszych, які apostolił nadzieję na воскрешение, i про всіх, хто в Твоей ласce пришел с этого свету, и дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłuj над всеми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorodicy i Pannej Maryją, со świętym Józefem, jej obrannikiem, со świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, aniołami i всеми świętymi, jakie sprawiedliwie podobali się Tobie, jak z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrysta z Chrystom i u Chryście, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, prazusie jaki wieczny ja. Молимся, Тайца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcися imię Twoje, przyjdź łаска Twoja, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawdy nasze, jak i my odpuszczamy winowatym naszym. I nie wódź nas u spakusu, ale zbaw nas od złego. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всего złego. Daj łaskawa upokoił dni nasze, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsiądy wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twojego bogactwa i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój daję Wam. Prosím, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej woli, a darzyć Jego spokojem i jednością, jaki żyjesz i błogosławisz na wieki wieczny. Amen. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Передайте bliźniemu znak spokoju. Baranku Boży, Jaki miałeś na siebie graki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki miałeś na siebie graki światu, zmiłuj się nad nami.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю Його. Пане, я не вартий, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 254. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипяние белых косы, забяры мою землю. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипяние белой косы, забяры мою землю. Огорни меня, как я ты стався хлебом. Огорни меня, как я ты стався хлебом. Поблагослови я хлеб подяви, помеж ты кто прагне. Поблагослови я хлеб подяви, помеж ты кто прагне. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипяние белой косы, забяры мою землю. А крышинки тыя, якія застануться, а крышинки тыя, якія застануться. Раздай тым, хто не верить у свое прагнение. Раздай тым, кто не верить у свое прагнение. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипяние белой косы, забяры мою землю. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипяние белой косы, забяры мою землю. Молимся. Боже наш Ojcze, святая камни, якую мы приняли, означая еднание верных у Тебе, учениками подкрепливали одинство веры в Твоем костеле, раз Христа Пана нашего. Объявы душпасторские. 11-й тыдзень звычайны
19 czerwca, u pятницу, урочистость Najświętейшего Serca Jezusa. Святая Имша у этот день будет отправлена у 8 годин раницы и у 19 у вечера. У этот день, не обовязывая устремания от споживания ясных страв, можно есть и мясо. Чекаємо. 20 червня у суботу у сповідь бездоганного серця Найсвятейшей Панны Марии. Другое сердце. Раз увесь месяц червень после святых имшаў вечаровых отбывается набожество до Найсвятейшего Сердца Иисуса. У наступную неделю, 21 червня, святая имша у 10:30, коли на это дозволить надворье, отбудется на полевым алтаре. От 11 по 18 червня триваем у октаве после урочистости Божьего тела. Урочистость Божьего тела, которую мы переживали, она так великая, что мы 8 дней ее святкуем. И сегодня так само это учиним, в який способ будет выставление, уклонившим распочнем летания и сделаем с Паном Иисусом кружок вокруг каплицы. Так как загадок ходит, не электроничные того, что сделается нормальные, механичные. 18 червня у четверг, это на заканчивание октавы, отбудется традиционное благословение детей, а так само венков и зелок. Венков и зелок. Венки и зелки это такие речи, которые травы можно пить, есть и смароваться. Они такие лечничие. Шабрец, мята и так далее. Не буду вам менять, что тут немає часу на это. Кто-то скажет, что молюсь и день будет. Кожную траву можно есть, а мой так. Раз весь период летний, червень, липень, жнивень, святой имши дитячек о 12 године у нашей каплиці нема. Дякуємо за зберігання на будову святині, за спів направу літургічний, за прибирання каплиці, території, якої є, і тим, хто дежурив. Дякую вам, що прийшли на святу имшу, службу літургічної адміністрантам, так само молоді, дітям, які співали прихожан. Помолимся за тих, хто на цей тиждень святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родин дітей. Помолимся за Лізавету і її батькових родственних з нагоди хресту. Помолимся за добродіїв, миродавців нашої парафії, а так само в нових добродіїв будівництва санктуарія Божої милосердності, і так само за нас, доручаючи кожного поособку опеці Матері Божої, і доручаючи так само померлих, вспоминаних сьогодні під час сьогоднішньої імші Владиславу і Валерія, просячи за їх ради життя вічне. Твоєю обороні отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не похарчай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас за усуды. Панна хваленная и благословленная, о Пане нашем, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Святый Архангел Михаил, Бережи нас в змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастав злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут уж свою спасвете. Аминь. Прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный.
Приходим в kolejny dzień oktawy Bożego Ciała, jak prosić Ciebie o naszych intencjach. Intencjach tych, jakie my nosimy u głębini swojego serca. Tak samo chcę prosić za wszystkich ludzi, którzy cierpią od tej choroby. Tak samo chcę prosić o nowych świętych poklekaniach i za nas, za nasze семьи, za naszych bliskich, jak my zawsze mieli serca czyste. Znajdziemy litania w swoich śpiewnikach do Najświętejszego Serca Jezusa. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, paczuj nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Święta Trójca, Syny Boża, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, wołoni Dziewy Matki Ducha Świętych, stworona nie, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, za Słowem Bożym istotna zjednana jest, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, wiecznej dziewiczy, miłuj się nad nami. Serca Jezusa, miłuj się nad nami. Serca Jezusa, najdostojniejsza jest, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, благодари зерная всіх серця, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, у яких все скарбы мудрости и умелости, zmiłuj się nad nami. Serca
яким вся повнота Божества, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, уподобание Отца Небесного, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, с полноты Якова мы все открывали, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, права от вечных лишения, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, терпливое и великой милосердности, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, щедрый для всех, кто хотя не святается, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, крепится жизнь и святости, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, умилостивление за грехи наши, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, наполненное благами, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, злочинствами нашими изрушенные, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, ослупленные аж до смерти, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, дивное праведное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, криница усялякого судящая, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, житёю воскрешение наше, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, упокоиваемое наше, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, живая вера за грехи наши, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, здравление ты, кто на себе старается, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, надея ты, кто в рае помирает, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, радостью всех святых, змилуйся над нами. Баранку Божий, який дариш на себе грехи силу, даруй нам, Пане, баранку Божий, який дариш на себе грехи силу, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який дариш на себе грехи світу,
змилуйся над нами. Jezu cichy i pokorny sercam, Учини сердце наши до Твоего подобными. молимся, у всемогутый вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и оглядывая Твою, складая Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им имя Сына Своего Иисуса Христа, и с Тобой живи и владарит на веки вечные. Amen. Присвячение роду людского Najświętejszemu sercu Jezusa. O Jezu najmilejszy, Odkupiciel роду людского, глянь на tych, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность и Тебе належить хочем. Сегодня кожен з нас щиро отдається Najświętejszemu серцу Твоему, как еще больше з'єднаться с Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу ласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Будь володаром нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й синам марнотравним, які от Тебе покинули. Да поможи, как я наихудшей, да вернусь я в Отцовский дом, и не сгинули от дня старших и голоду. Будь володаром для тих, хто помилково ці разліз голову отлучився от Тебе, приведи их до пристанку правды и единства веры, как будто настала одна учарня и один пастырь. Одари костел Твой беспечною свободою. Дай усім народам супокой и згоду. Учини, как на всей земле, от краю до краю один узносимся голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас избавление. Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Таямницу сакрамента восславляй наши ряцы, Вратить мол старое право, Божье новый заповедь, что нам разум не помочит, свято веры принесе. Богу вечно мудройцы, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, на Отцу вечного святого. Аминь. молимся. Боже, Ты в Najświętejшем сакраменте покинул нам успомин Своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать Тебе таемницы Твоего тела и крови, как безо всего отчували землю Твоего откупления, як и живейший володарь с Богом едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Пане Бога, Кожний моманте оглядє нас живих у сакраменте. Славлю Пана, кожний
сакраменте, о хлебе наживы, у сакраменте. Святый Боже, Святый моцный, святый безнародный, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый безнародный, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый безнародный, zmiłuйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы храни нас, Боже, от греховной и неспосланной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешника, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже.